Дорогие канажцы, сегодня Денис Сорокин, наш 4-й участник званого ужина, будет готовить, мне кажется, очень изысканный званый ужин. И сейчас мы с ним пойдем по нашему любимому всем магазину «Чайка», магазину детства, для того, чтобы он смог набрать необходимые продукты. Здравствуйте. Так, мне нужны перец сладкий красный. Ну, коли мы здесь уже стоим. Да, вот где у нас отделе, да? Большой выбор круп, да, макаронных изделий. Просто глазам ребята, шикарный выбор. Угу. Ну, что-то здесь тебе нужно, да? Тем не менее, здесь мне нужно самое простое, мука. Замечательно. А какую ты муку? Возьмем муку Олейка. Как раз килограмм. Мне нужен перец. Так. Дальше помидоры 3 штуки. Картофель возьмем. Ага. Новый урожай. Так. Так, репчатый лук. Так. Нужно кукурузу. Берем. Берем. Одну баночку. Это хорошо. Достаточно. Да. Тебе нужен творожный сыр. Так, я возьму, наверное, зелень. Зелень. Ну, замечательно. Штуки. Ага. Хорошо. С выбором вроде определились. 20,5% жирности. Молоко. Молоко. Замечательно. Следующий компонент. Сливки нам нужны. Сливки. Вот здесь, недалеко. Вот у нас сухари. Ничего нам нужно 200 грамм. 200 грамм. Очень хорошие продавцы работают, очень доброжелательные, очень вежливые. Спасибо. Так, яйца возьмем. Так, этого будет достаточно. Куриную грудку мы взяли. Приосколье. Грецкие орехи. 200 грамм нужно грецких орехов. Так, курага. И нам осталось взять разрыхлитель. Все, теперь полный комплект. Последний компонент у нас остался сахар. Ну все, Тоже мы уже стоим около кассы. Ну что, Денис, набрал все для своего званого ужина. И сейчас мы идем к тебе готовить и встречать гостей. Дорогие канадцы, вот мы находимся у Дениса в гостях. Мы начинаем с салата. И как он у тебя называется? Ну, салат называется латинос. О, название какое красивое. Что туда входит? Туда вот, соответственно, входят такие ингредиенты, как перец, кукуруза консервированная, лук синий, помидоры, зелень, соответственно, чеснок, тоже для придачи такой вот остроты. А еще что? И мясо, конечно. Мясо. Вот такой сытный. Ну как мужчина без мяса? Ну что, Денис, приступаем? Да, приступаем. Денис, скажи, Да? пожалуйста, ты вообще любишь готовить? Честно говоря, я в еде человек непривередливый. Ну, это Да. хорошо. У меня, Жене повезло. у меня мама сама, она повар. И, то есть, когда мы росли, я застал еще советскую эпоху, поэтому самое основное, что вот нужно, наверное, было, я вот усвоил супы, то есть супы готовить тогда уже научился, плюс жареную картошку, как без нее, там, любимая еда. яичница, ну, там, пару салатиков. А мне вот этого вполне достаточно было. Я не скажу, что я такой сильный гурман, но тем не менее, конечно, вот, когда какие-то изысканные блюда готовят, там что-то интересное, новое, для меня это хорошо. А так вот, когда какая-то компания в гости собирается, я вот, честно говоря, может у кого-то не так, но я большое значение этому не придаю. Я больше придаю, наверное, какой-то вот дружеской атмосфере. Да. Супруга у меня в этом плане, она, конечно, молодец. Вот, то, что тянется. Супругу как зовут? Светлана, да. Она тянется вот к таким вот вещам, вообще к приготовлению. Молодец, молодец. Ну, Вот. У нее много чего получается, она всегда в этом плане тоже. И сегодняшний вот ужин, он во многом благодаря ей. Вот она мне очень поспособствовала. А как еще по-другому, Да. когда семья? Конечно, Да, это же да. очень здорово.
Я вот так думаю, что, наверное, нам надо что-то сделать с этими бутылочками, где находятся соусы. Ну, это нужно. Заправку. Может, Да. ее надо приготовить, чтобы оно время какое-то было. И что мы маринуем в заправим. нем? Лук? Лук. Лук. Угу. Мгм. Так, и... Так, ложечку пускаем Да. чайную. И соевого соуса тоже чайную ложечку. Угу. Все, замечательно. Растительное Да. масло тоже надо. Правда наша. Так, соль и перец, да. Ты сейчас нарезаешь мясо, Да. свинину, а я попробую через пресс выдавить наш чеснок. Обратите внимание, как нарезаю мясо. Да, Соломкой. очень интересный подход. Здесь у нас уже мясо находится, здесь мы уже Замаринованные. положили Лук. помидоры, а здесь лук замариновали вот в той заправке, которую Денис уже нам показал. Угу. Замечательно. А теперь перчик желто-красный. Ой, как красиво. Как красиво. Замечательно. И еще остался у нас компонент Кукуруза. Консервированная кукуруза. Очень интересно. Салат латинус у нас готов. Латинос ждет своих гостей. Можно пробовать. Так, основное блюдо, название, компоненты. Давай, Денис, все, рассказывай нам, из чего ты будешь готовить. В общем, блюдо называется куриное альфредо. Здесь у нас ветчина, Лук, лук репчатый. репчатый, картошка, куриные грудки. Как раз их будем фаршировать. Два вида сыра. Это у нас моцарелла. Моцарелла, Это пармезан. Зелень. Зелень. А из шампиньонов мы это будем готовить для соус. соуса. Понятно. Что ж, теперь то, что мы приготовили, теперь все это выкладываем на сковородку. Его нужно обжарить, да? Обжарить, да. Понятно. Денис, ты натираешь сыр моцарелла. Да. Так, потом у нас здесь рядом с тобой пармезан. Пармезан. И еще вот тут прям удивительной красоты сыр Филадельфия. Она тоже пойдет при приготовлении основного блюда. Да. И у нас, насколько я поняла, вот шампиньоны для того, чтобы приготовить соус. Его тоже надо будет нарезать очень мелко, потому что для соуса. Ну что, Денис, у нас вот, я смотрю, ветчина с луком готова. Все обжарили, да. Лук. И теперь Так, ой, сыр ты уже натер. сыр я натер, И всё. добавляем, смешиваем с сыром. То, что поджарили. Это необычно. Ветчина жарится с луком. Удивительно. Какое-то новое такое решение. Все. Так, Теперь сюда же добавляем зелень. укропчик. Мгм. Теперь размешать. Размешаем. Какая красота получается. Ой, представляете, там столько сыра. Вот, 3 вида сыра. очень много ингредиентов. Да. Я представляю, какой это вкус. У тебя такие 3 прекрасные, очаровательные дочурочки. Как их зовут? Старшая дочь Ульяна, Ульяна. средняя Алиса и младшая Александра. Александра. Такая вот у меня малина. Да уж, 3 дочери, красавица жена. Да уж. Провожают, встречают. Это же как здорово, когда с утра папа будет. такой, когда папа такой веселый, проводит очень много времени с детьми, то девочки растут очень уверенными в себе. Запомните, папы. Итак, Денис, готовим кармашки Фарш с у нас начинкой. да, С фарш у такой нас вот готов. замечательной начиночки. Аппетитная, а вкусная. Для этого По виду мы видно, что вкусно. грудку Так, сбоку разрезаем. Вот в получается глубину. кармашек небольшой, Получается да? кармашек, да. И эту начинку Туда. туда вот, да, Ложим. ладно, ложим. Хватит столько? Сейчас посмотрим. Так, соль, перец. На плите мы обжарим соус из шампиньонов. Шампиньоны с луком, да? Денис? Шампиньоны с луком, Ага. да. И туда добавляем перец с солью. Так, для вкуса. Так, добавляем сливки сюда. Наши куриные кармашечки наполнены таким замечательным фаршем, так скажем, да, начинкой. Ждут своего завершения. Что мы сейчас будем делать с ними? Вот с приготовленными уже твоими кармашками. Сейчас мы каждый кармашек поперчим, посолим. Так, Вот. у тебя вот здесь есть что? Потом Панировочные панировочные сухари. сухари.
лизьон, Лизьон из яиц и мука. и мука. И потом все это мы Все это обжариваем. обжариваем. Все. Да. Пожарив, положим на противень и будем запекать. Ну что, Денис, настало время наше основное блюдо довести до полной кондиции. То есть мы его должны отправить куда? В духовку. Куриные кармашки Альфредо отправляются в духовку. Основное блюдо готово. Видишь, у нас тут карман из курятины. И еще... Что у нас еще тут находится? Соус. Здесь соус, Да, да. Вот. соус из шампиньонов. Денис, настало время приготовления десерта. Да. И такая красота у тебя уже стоит на столе. Вот расскажи, пожалуйста, как называется этот десерт? Что туда входит? Какие компоненты? Торт называется лабиринт. Вот. То есть, и получается, визуально он тоже с чем-то схож с лабиринтом. То есть какие-то как будто проходы там существуют. Да, вот тут я смотрю, тут темное это что? Это чернослив. Это да. курага. Без косточек, да. Курага. Все это мы купили в магазине «Чайка». Да. Осталось вот посыпать всего как Ага, раз давай. крошкой. Вот это грецкие орехи, Грецкие да? орехи, да. Денис, ну ты замечательный кулинар. Я думаю, гости по достоинству оценят все твое мастерство. Ну, когда вокруг такие люди окружают. И когда еще рядом супруга, Да. которая любит нашего Дениса, Это очень важно. уважает и помогает. Это для семейной жизни очень важно. Здравствуйте, конечно, Здравствуйте. проходите. Ждем уже. Как? Рад видеть. Ага, вас тоже очень приятно. Проходите. В вашу берлогу попасть, как говорится. Вот вам от меня подарочек. И дети встречают тоже. Да, ой, какой ты бал. Интересно, детям. Денис. О, я не знал, что такой многодетный папа. 3 девочки. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждем. Вот Здравствуйте. девочки тоже встречают. Ой, какие девчата здесь. Ну ты смотри, ты богатый, оказывается, Богатый. отец. Да. Смотри-ка ты. Давайте, проходите. Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Проходите. Очень рады. Как самочувствие? Все нормально? Хорошо, ждем. Держимся. Это вам, Спасибо дочка. большое. Спасибо. Так, Денис, будьте добры. Девочки. Денис, тебе только, наверное, этого не хватает. Спасибо. А сейчас участники проекта приступили к обсуждению меню. Ну, познакомимся с меню Дениса Сорокина. Салат латинос. Ну, все ингредиенты мне нравятся. Попробуем. Это что-то, наверное, острое. Раз латинос, горячее, темпераментное. Второй куриный альфредо. Очень много, конечно, всего. И грудка, и ветчина. Но попробуем. Я такой никогда не пробовала. Интересно. И на десерт торт лабиринт. Курага, чернослив, изюм, грецкие орехи, мука, яйца, сметана. Ну, я думаю, что тоже очень вкусно будет. Всем приятного аппетита. Салат латинос. По составу, конечно, понятно, что такой салат как-то я пробовала. Но по названию попробуем, скажем. Второй куриный альфредо. Тоже довольно интересное блюдо. Попробуем. Десерт. Торт лабиринт. Это тоже интересно. Сюда входит что? Курага, чернослив, изюм, грецкие орехи, мука, яйца, сметана. Ну, все, что, конечно, в десерте, мне все это нравится. Это мои любимые продукты, с которыми я часто встречаюсь. Что ж, попробуем, скажем. Салат латинос. Сочетание интересное. Да, пожалуй, что. Посмотрим. Посмотрим. Ничем не заправлено вроде бы, кукуруза сегодня. Да, ну и что ж, может быть и так хорошо будет. Второе. Куриный альфредо. О, надо на вооружение взять, наверное, очень вкусно будет. Десерт торт лабиринт. Тоже интересно. Я, честно говоря, такие блюда не ел. В общем, интересное меню. И напечатано хорошо. Даже
корочка взята. Молодец. Наконец-то твои долгожданные гости в твоей квартире и сидят за твоим столом. И сейчас настало время угостить их чем? С твоим салатом. Латинос. Латинос. Итак, ждем. Вот наш долгожданный салат. Кстати, название, скажу честно, сам поменял. Потому что, учитывая, что Виталий Осипович тут из нас второй мужчина, и тематику латиноамериканскую поддерживает, вот я решил Вот так. Продолжить, да? Продолжить. Чтобы интереснее было, да. Как мужчину, чтобы Молодец. Друг друга поддержку вам. поддержал, да. Ну что ж, пробуем. Пробуем. Вообще надо И мясо попробовать. оцениваем. Сочетание хорошее. Я посмотрел, интересное. Да. Интересно. Тут и Я консервированный так и сказал, что кукуруза. я очень с интересом воспринял это сочетание. Если мне понравится, я сделаю такое же. Ну, вам что, Да. мексиканское нравится, конечно. Неправда. Разнообразие надо. И Там попробовать. перца много, я же много перца не клал, я знаю, что женщины не едят перец. Да. Ну вот и подошла пора попробовать следующее блюдо. Куриное Альфредо. Пожалуйста, пробуйте. От Дениса Сорокина. А тут у нас, смотрите, пюре, а в пюре находит у нас соус. Ой, какая вкуснятина. Грибной соус. Это шампиньоны. Да, шампиньоны. В сливках. Обожаю. Фаршированные? Да, грудка фаршированная, значит, фаршем таким замечательным, Очень в котором находится 3 вида только сыра: моцарелла, Пармезан. пармезан и Творожный. Филадельфия. Мгм. Знаете, как красиво. Бесподобно. Сейчас попробуем. Где кармашек какой? Вот который вы курите, куриный Очень карман. вкусно. Очень вкусно. Замечательно. Пробуем. Каков Сейчас, Альфредо? Денис, мы тебя Альфредо вкусный. оценим. Альфредо. Вкусный. Там вот как раз внутри ветчина обжаренная, Сыры. сыры. Ага. Перед десертом мы немного, скажем так, утрясем с помощью музыки. Всё. Летом по зиме не печалится, а ведь она всегда возвращается. И по солнышкам веселей протекает в нашей жизни ручей. А мы все бежим, все торопимся, только вот назад не воротимся. Так куда, скажите, спешить? Уж пора не собираться, а жить. Добрый вечер, незнакомым и знакомым, добрый вечер. Добрый вечер, всем в дороге, кто и дома, добрый вечер. Добрый вечер, людям возраста любого, добрый вечер. Добрый вечер, пусть останется тепло от нашей встречи. Наконец настал тот момент, когда мы добрались до десерта. Торт-лабиринт, к которому прилагается мороженое с вишневым конфитюром. Аплодируем. Но прежде чем мы Начнем пробовать. начнем пробовать, я даю слово Виталию Осиповичу. Дорогой Денис, дорогие Светочка, все у вас было здорово, но я вот принес вам гостиниц такой небольшой. Я думаю, вы такое варенье не пробовали. Это из жимолости, О, самая конечно. ранняя ягода, которая в июне месяце уже поспевает. Надо же. Варенье очень хорошее, попробуйте, узнайте. Это редкая ягода, надо сказать. Детишкам на радость. Спасибо. Скажу честно, не пробовал. Попробовал, попробуйте. Я пробовала только благодаря Виталию Осиповичу. Надо же. Да, варенье хорошее. Замечательно. Ну, Спасибо спасибо. большое. Ну, а теперь пробуем. Ой, торт Я бесподобный, Денис. Очень вкусный.
Лабиринт. Можно заблудиться. Я уже заблудилась. Дорогие гости, пока вы угощаетесь, в память о нашей передаче, о наших вечерах. вечерах, да, Званых ужинах. о наших званых ужинах, да, хочу вам сделать небольшие подарочки. Блокнотики и ручки, чтобы... Вот, ручка. Званый ужин в Канаше 4, 2017. Это имя вы будете записывать рецепты. Спасибо. Какой ты Спасибо. молодец. Надо такое придумать. Ну и, соответственно, блокнотики. Посмотрите, как Спасибо. здорово. Ну, как здорово. Ну, я не могу, это же здорово. Дорогие канажцы, вот и завершается наш званый ужин у Дениса. Но, наверное, званый ужин состоялся вот таким, каким он сегодня нам предоставил, благодаря его замечательной супруге, очаровательной, хозяйственной, очень красивой Многодетные женщины. мамы, многодетной мамы Светы. Я бы не знаю, что без нее делал. Тут младшая лезет. Да, она понимает, да, она тоже без мамы не знает, что он делал. Действительно, очень помогла, спасибо большое. Ну что ж, подводя итоги сегодняшнего ужина, хочу сказать, что по большому счету ужин прошел хорошо. Самое главное, в дружеской обстановке. Я всегда это ценил и ставил на первое место. А так, в основном, мне показалось, что блюда всем понравились. И второе, и салат, и десерт. Ну, судя по всему, я думаю, что оценки будут следующие. Любовь Михайловна, мне показалось, была в хорошем настроении. И блюда ей понравились. Я думаю, что ниже 90 она не поставит. Салат латинос очень понравился. Там все ингредиенты для меня хорошие были, вкусные были. Куриный альфредо, вот, тоже очень интересное сочетание. Десерт тоже очень понравился. Десерт не приторный, очень все компоненты такие хорошие, интересные. Изюм, грецкие орехи, чернослив, мне тоже все очень понравилось. Десерт великолепный. И вообще здорово все. Я ставлю вот столько баллов. Виталий Осипович, я думаю, 80 баллов поставит. Ужин очень понравился, квартира хорошая, люди приветливые, очень гостеприимные. Все было здорово, и веселое, общительное. В общем, я в полном восторге. Я ставлю оценку 90. Спасибо им. Неля, наверное, где-то 70, наверное, поставить, ну да, может даже 80. Так как наш проект самый молодой участник, ну, он, конечно, справился со своим номером, как говорится, хорошо. Я, конечно, ему хочу дать 80 баллов. 20 баллов – это ему шанс для роста. Дорогие канажцы, вот и подходит к концу наш званый ужин номер 4. Конечно, очень грустно расставаться с героями этого проекта, но нам еще предстоит встретиться на финальной встрече, где будет определен победитель, и где победитель, естественно, получит приз. И также участники проекта получат призы. А я желаю всем вам приятного просмотра, желаю, чтобы побольше участников званых ужинов было у нас в Канаше. Ведь это так здорово видеть своих жителей, своих друзей на экранах нашего телевидения. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. До свидания.